И снова здравствуйте. В эфире канал Сейв АТР «Голос Крыма» Майя Буты в эфире. И продолжаем разговор. Сегодня, какой же не помню, день марафона. Каждый день как дежавю, но сегодня хороший день. Сегодня день про честь, солидарность, достоинство, здравый смысл, про Украину, которую мы знаем и любим, в отличие от той, которую нам пытаются навязать люди, у которых не все в порядке с координацией политических действий. А на связи у меня друг мой, прекрасный абсолютно человек. Вы все, конечно, его знаете, это Роман Самбалюк. Ром, привет. Привет, дорогой Эдер. Это такой гонщик какой-то эфира, у него кресло какое-то такое гоночное, как будто ты сидишь, как будто в этой, Формуле 1. Или ты специально купил себе такое блогерское кресло, скажем? Нет, это я у супруги одолжил, это не мое на самом То деле. есть на Формуле 1 гоняет супруга, я понял. Да, а ты гоняешь врагов Украины. Причем делаешь это каждый день. Конечно, все мы смотрим канал Романа Самбалюка. Уже даже призвать подписываться на него, наверное. Хотя нет, всегда надо. Вдруг до кого-то еще не дошло. Но Рома живет и работает в столице Рейха вот очень давно. Мы там и познакомились. Но я не буду всю нашу биографию пересказывать. Я начну с того, что сегодня, может быть, ты там скидывал тебе, может, ты успел прочесть, может, нет. Сегодня, конечно, Суспільне телебачення и Зора Полосані с коллективом такую мощную заяву сделали по АТР. Ты не слышал? Я все прочитал, и Ага. приятно, что в данном случае у нас четкая солидарность по репортерскому цеху. Однако, ты знаешь, Эйдер, я вот перед эфиром слышал вот этот вот звук сердца, которое бьется, но вроде как должно остановиться. И это же какой-то дежавю, это же не первый раз уже. Третий, Рома, третий раз это. Да, это третья попытка уничтожения АТР, не считая, если не считать то, что оккупанты нас отключили и выгнали в 2015 году в начале. И по-моему, эта история, она очень странная. Я все понимаю, там государственные деньги, должен быть отчет. Ну, мне кажется, если ты хочешь вещать на Крым, ты найдешь способ. В конечном итоге закон можно соответствующий принять. Есть постановление Кабмина. Короче, мы все прекрасно понимаем, что если есть желание, Конечно. формулу можно найти. А в данном случае, ну, я не знаю, мне просто странно, ведь если ты не вещаешь на Крым, то там вещают только российские захватчики. И Знаешь, это просто не укладывается в голове. знаешь, что я тебе хочу сказать? Я уже так перестал уже говорить, что не укладывается в голове. Я понял, что как бы таким образом их не проймешь. Это типа абсурд, типа предательство Украины, типа бросим Крым, там типа русские радуются, что Украина забывает про Крым. Этим никак пронять нельзя. Я понял, что можно говорить только такие вещи, которые близко, так сказать, вот к телу. Своя рубаха, да, они там рассуждают так, но, поэтому своя рубаха в том смысле, вот давай с тобой просто разыграем сценарий. Вот ты не помнишь, когда Владимир Зеленский объявил о создании международной крымской платформы с участием США, там других стран, и когда должно пройти первое заседание? Ну, слушай, инициатива совсем-совсем новая. Тут только ее откомментировали в России. Я не знаю, когда они там будут проводить первое заседание, но я так понимаю, вот один из форумов, который анонсировал проводить каждую неделю до Дня независимости Владимир Александрович, он однозначно будет посвящен Крыму. Ну, это... Ну смотри, но в любом случае, значит, судя по тому взятому темпу, но если все останется как есть, крымско-татарский канал единственное не доживет до начала крымской платформы. Вот заходит президент Соединенных Штатов Джо Байден, там, если он согласится, дай бог, ну хотя бы вице-президент, да, там канцлер, там, ну, в такой серьезный уровень заходит Владимир Зеленский, и каждый рассказывает, что он сделал для освобождения Крыма. Вот, ну, крымская же платформа, говорят только о Крыме, да. Ну и каждый свое докладывает, и наш президент спрашивает: мистер Зеленский,
там, а что вы сделали для того, что вот для Крыма за последнее время? И он такой, может, поскромничать, не знаю, просто человек скромный, наверное, ну, вот, не так уж много развращен властью, не всего 2 года. Но, наверное, другие напомнят, что да, мы знаем про ваши успехи, вашего государства, у вас министерство в вашем правительстве закрыло крымско-татарский телеканал. Мы слышали. Поздравляем вас. Вы не с пустыми руками к нам пришли Крым освобождать. Это вообще какая-то, ну... Тем более, ты понимаешь, если, опять же, реально смотреть на эту ситуацию, у Украины, кроме гуманитарных, информационных способов и дипломатических способов борьбы за Крым нет. Ну, понятно, что они там двигают танки по полуострову, но если еще от этого отказаться, ну, это фактически закрыть вопрос, и очень странно. То есть при том, что, понимаешь, когда кто-то говорит, что там денег нету или еще что-то, я вообще вот этот подход вообще никогда не поддерживаю. Ну, во-первых, деньги есть, Ром, деньги есть, во-первых. Вот, да. Вот, а деньги есть, а если их нету, всегда их можно заработать. То есть позиция, ну, нелепая. Я так понимаю, что это есть какая-то другой слой вопроса, который нам не озвучивают, почему принято или пытаются принять такое решение. Но я не знаю, я все-таки исхожу из того, что и этот раз мы вырулим. Ну, с такими друзьями, как ты, как Зураб Аласани, как другие коллеги Суспильного, как руководитель Крымреалии, с которым Володя Притул, с которым я все время спорил на темы редакционной политики, да, и не отказывался от своих слов, делал это публично, но он оказался человеком порядочным в плане, ну, профессии, в плане подхода. Но это мы в случае еще обсудим. Он сказал, что нет, мы в ограблении АТР не участвуем, никогда не хотели, не будем, не можем, призываем прекратить эту ерунду все, да. Это, да, что еще хотел сказать, у нас звонок телефонный есть, я забыл телефон объявить. Ну, уже люди дозвонились, он был на экране. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Айдер, это Киев. Салям алейкум. Салям алейкум. Салям алейкум. Я вам хочу сказать, пока власть в Украине не будет принадлежать украинцам по национальности и крымским татарам, порядка не будет. Вы понимаете это? Ну, и тут речь не про национальность, я понял, у вас реплика, да, не вопрос. Не, большая, это национальность, большой вопрос. Ну, национальність имеется в виду, щоб ми відчували себе українцями. А як? А яку націю А ви... вы знаете такую пословицу? Евреи верят, что воду в реке... До побачення, до побачення, до побачення. Я сразу, Ром, заподозрил, что такой голос такой хитренький, да, что какая-то подлянка готовится тут это. Но я, в общем, слушай, Слушай, я отреагирую. На самом-то деле у нас и так, у нас власть украинская, и во власти украинцы. И я вообще не могу понять, о чем... Но она не это имела в виду, ты же понимаешь. Я это, понимаю, да. я понимаю, что она имела в виду, но Зеленский — это украинец, точка. З Кривого Рогу, з нормального українського міста. Да. Конечно. І ми тато його бачили, маму бачили, стіл бачили, салат олів'є бачили, сало бачили, там, ковбаску бачили. Так само, як і у нас. Тому знаки дебільні ми пропускаємо мимо. Звісно. Просто це не розмова для нормальних людей. Но, знаешь, в связи с этой провокацией такой, ну, это же понятно, что провокация в эфире. Я хочу тебе рассказать, я фамилию называть не буду, но вот эти люди, которые нас пытаются закрыть там под аплодисменты русских, я долго не мог вспомнить, кого они наняли, вот, чтобы писать клевету про крымско-татарский телеканал, что мы там бюджет разграбили, что Муждабаев там нажился, там с чего-то, кровь пьет из бюджета. Думаю, что же я помню, вроде помню его, что за человек, я не помню, почему я забанил его там 3 года назад.
А тут мне напомнили и прислали. А у меня в бане я же не вижу этого ничего. Я понимаю, что это клевета, поэтому мне просто неинтересно. Такая шариевщина, да? Я шариш никогда не смотрел тоже. И тут, мне присылают скриншоты. Этот человек, которому заказали, по всей видимости, клевету на АТР публиковать, ну, я говорю еще раз, фамилию не называю, потому что с его репутацией и так все плохо. Мне его и так жалко. До такой степени там уже честь и достоинство покоцаны, что я даже не буду добавлять ничего, пусть сам. Вот, сколько хочет. Вот. Но смысл в том, что он фанат шариа. Ты знаешь об этом? Ну, мне это вообще не интересно, понимаешь? Ну, ты думаешь, что кого они просят об услугах, да? Человека, который фанат шария, и просто не скрывает этого вообще. И вот этого, то есть, это, смотри, это не просто зашкваренный об зашкваренного. То есть, просто низость вот таких, то есть, за это никто даже не берется. Это настолько грязно, вот кто это заказывает? Как ты думаешь, вот кто такие компании заказывает? Вот что это такое вообще? Я думаю, что в данном случае надо не на информационный шум реагировать, а если стоит вопрос в отчетности, если это деньги налогоплательщиков, должна быть выработана схема, которая всех устроит. И я повторю свой тезис. Что... Ром, схема, не надо ничего вырабатывать. Схема есть на сайтах всех министерств и ведомств. Ты понимаешь, нас закрывают третий раз, пытаются закрыть. То есть мы прекрасно, просто даже вот логика людей, которые мало того читают фанаты шарика, да, и там что-то там елозят, ну понятно, что тролли там засыпали все комментарии, там у людей, которые нас поддерживают, но я просто за разум, да, вот просто сидит человек такой, ну даже вот он сидит, вот если он дотягивается до холодильника, но все-таки у него какая-то логика есть, там открываю дверь, беру там колбасу, ем, да, например, ну то есть какое-то мышление присутствует. Вот нас 3 раза закрывают, мы находимся под вот такой лупой, да, врагов, просто огромной лупой такой, да, всех этих шариков нанятых, там всяких этих пророссийских там и так далее, вся отчетность всегда находится в открытом доступе за все, так сказать, государственные дела, да? Вот. И вот скажи мне, как себя люди должны вести, которые под таким наблюдением находятся? Мы не просто не нарушаем закон, мы запятой не нарушаем. Мы за каждую запятую просим разъяснению казначейства. Они согласовывают каждый наш шаг. Каждый, я подчеркиваю. Они все одобряют, только после этого мы что-то делаем. Когда нам... Просто расскажу зрителям, может, не все знают, нам когда в 2019 году, помнишь, нам не додали, в последний день, в последний вечер дали 15 миллионов на счет, чтобы мы спутники погасили долги. И мы с этих денег могли перевести там на спутниковые компании, вот эти западные, которые сигнал на Крым делают. А уже было нельзя перевести, но была там какая-то кривая схема, как можно было куда-то перебросить, а потом после Нового года перебросить им, да? И я просто не помню ну, типа не пропали 15 миллионов бюджетных денег, да, которые нам дали, нам их последний день, там, не хватало, мы в долгах, как в шелках, мы там вообще еле-еле вещаем, уже канал начинается, ну, душим, мы чувствуем уже, это год назад, декабрь позапрошлого года, 19-го. И я так понял, я этим не занимаюсь в компании, ну просто это не моя сфера деятельности. Но вот, насколько я знаю людей, которые занимались этим, да, были такие подмигивания, знаете, типа, ну перекиньте куда-нибудь, потом отдадите этим спутниковым компаниям. И вроде бы мы ничего бы даже не нарушили, мы же не себе забрали их, да, просто где-то они там передержались тут, а потом, значит, ушли на оплату наших же долгов завещания на оккупированной территории. Но мы сказали нет, мы вернули эти деньги обратно, только чтобы... Ни 1 миллиметр сомнений не был в том, что мы куда-то что-то сделали незаконно. Потом, дальше, может, я тебе не рассказывал это, сидим мы на заседании в правительстве, еще того правительства, Гончарука. Не сам Гончарук там, ну, неважно. Министры сидят. И тогда тоже начали, ну, как-то деньги, все-таки надо конкурс какой-то там, что. И мы говорим, с кем конкурс? Ну, мы понимаем, что с конкурс не с кем, у нас же один крымско-татарский телеканал, да, мы понимаем. Но все-таки сидят, так думают, что-то репу чешут. И так, знаешь, прям вот за столом такой же стол, тут сидит председатель, и тут по 3 человека, да. И один из министров, там один из говорит, знаете, ну, мы все понимаем, мы хотим помочь единственному крымско-татарскому телеканалу, ну, пожалуйста, давайте, вы какой-нибудь ФОПик создайте, какие-нибудь юридические лица же есть у вас там, ну, они подразумевают, что у нас есть левые юридические лица, понял? Какие-то левые ФОПы, ну, то есть мы живем, ну, как все, типа, в левом мире вот это, в таком сереньком бизнесе, да? Ну, вы создайте что-нибудь, давайте там конкурс между собой проведете, а мы в ручном режиме вас прикроем, да? Категорично нет, сразу мы сказали. Категорично, ни копейки так мы не возьмем, потому что любое действие, где есть хотя бы подозрение на фиктивность, да,
все же это отражается, ну, все это на сайтах лежит, да? Туда тут же нас хотели подставить. Знаешь, пройдите, пожалуйста, вот по этой прекрасной лужайке. Знаешь, что там минное поле, да? Потом шарик какой-нибудь заходит туда, российские какие-нибудь агентства, берут оттуда распечатки, рассказывают, проведен фейковый конкурс, да? Вот эти крымские татары, варье там и так далее. Понимаешь? Мы никогда на это не пошли бы в принципе. Мы не идиоты. Да? Мы за свой канал бережем как золото, потому что это то, где живет крымско-татарская ментальность вот в оккупации. Это такая матрица, если хочешь, которая связывает нас там, нас тут, нас вообще совсем с Украиной, с миром. Мы это политический голос крымско-татарского народа оккупированного, признанного оккупированным международными всеми организациями, там НАТО, там ООН, Европарламент и все, Конгресс США, все такое прочее. Да? И вот нас на такой мякине, с такой ценностью, это как своего ребенка, знаешь, носить над пропастью. Нет. Мы не идиоты. Крымские татары, во-первых, не воры. Это, знаешь, вообще, вот вдумайся, они пытаются заложить через этих троллей людям в уши такую идею, что крымские татары приехали в Киев воровать. Понял? То есть я приехал воровать сюда Гульсум Халилова, который срок грозит, Ленур Ислямов, который вообще все отняли, который 19 лет получил тюрьмы сейчас заочно, да, ну и так далее. То есть мы приехали, то есть у людей матрица в голове такая, они думают, что все поверят в это, что крымские татары создали свой канал, перевезли в Киев. Не потому, что они отказались присягать русской власти, понимаете, русский флаг их закрыли, а потому что тут баблишко есть. И какое же баблишко-то там, да? То есть Зеленский же знает, наверное, он умеет что-то, хороший бизнесмен телевизионный, да? И, кстати, он помогал нашему каналу, когда мы только перебрались. Он прекрасно все знает. Почему забыл и не вспоминает, мне тайна великая для меня, вроде один и тот же человек. Но он прекрасно знает, что такое 50 миллионов гривен на телеканал на 1 год, да? Это ниже низшего. На такие деньги, просто не живут телеканалы. Например, по-моему, если ошибиться, вот телеканал «Дом», мы, опять же, не против, сколько, хоть их 100 будет телеканалов на оккупированной территории, да, он получил субсидию 300 миллионов, например, в 6 раз больше, чем АТР, да, сразу причем. Вот в этом же бюджете, кажется, такая сумма. Я боюсь, если я там ошибся на что-то, поправьте меня, это же не со зла. Потому что я за то, чтобы он существовал. Создали, ради бога. Почему надо убивать, расскажите мне. Творить, да, творить. И вот это, понимаешь, вот люди с такой ментальностью, кто-то там вот так думает, да, они пытаются нас развести. Это вообще просто... Извини, я заболтался. Давай-ка ты поговори, а? Нет, на самом-то деле, видишь ли, претензии и обвинения в нечистоплотности, они как раз касаются денег. И это очень здорово, что ты эту вещь просто полностью всю проговорил. Ну, чтобы не было потом каких-то там двойных стандартов и пониманий. Вот, поэтому я, если ты заметил, сам разговор сначала повернул именно в эту сферу. Потому что, мы же, телевидение — это не только журналисты, это и бухгалтеры, и менеджмент. Мы этим не занимаемся, но факт остается фактом, что если вопросы люди задают и даже обвиняют в этом, надо спокойно все объяснить и если что, всегда вот этот эфир показывать. Смотри, но мне просто даже интересно, мне вот интересно, кто эти люди ментально, если они во всех кругом, тем более в крымских татарах, которые все потеряли, родину потеряли, видят воров. Вот они смотрят на человека и видят в нем вора. Это что с мозгами? То есть, понимаешь, они про себя же, наверное, думают так, что я бы украл, типа, да, нормально. Не, в данном случае критерий один — это вещание. Понимаешь? Меня вообще, слушай, ты знаешь, меня вот эта финансовая часть вообще не заботит. То есть бухгалтер, пусть этим занимается. Каждый должен получать зарплату за свою работу. Но когда стоит вопрос, что не будет вещания на Крым, это же... Это не только моральный вопрос, это вопросы и нашей внешней политики, и внутренней, и все. И если кто-то говорит там про деньги, я могу вам сказать уверенно, что с финансовой точки зрения сотрудничать с оккупантами очевидно лучше, потому что там для того, чтобы заткнуть рот, они деньги вообще жалеть не будут.
Но мы живем в таких условиях, в которых мы живем. Поэтому эти финансовые наезды, они, по-моему, ну, как минимум странные. А ты знаешь, Ромка, вот смотри, то есть ты же знаешь меня, да, с Москвы, да? Ну вот если бы я хотел денег, вот что бы я сделал вот вместо того, чтобы работать на АТР в Киеве? И, наверное, в пропаганде бы нормально я там зарабатывал у них так неплохо, Но я так думаю. я ж тебе ну, как раз об этом и говорю, что Россия — это такое государство, у них две программы, я даже не знаю, какая из них первичная, это силовики и пропаганда. Наверное, даже пропаганда, а потом силовики. Поэтому, зная как бы порядок цен, если мы говорим о российской вот этом сегменте, ну, там, в принципе, это отвлечение, знаешь, от этой от газовой трубы. Ну, то есть на Запад газ и нефть, а назад есть долларопровод. М. И от этого долларового провода есть специальный такой отвод, который прям закачивается в Останкинскую башню. Ну и дальше это распространяется по всем организациям. Поэтому как раз вот, ну, это странно, вопрос, когда ставится в таком ключе. Мы вообще, как мне кажется, если там говорить вообще о бюджетах, то государственные бюджеты на эту сферу, они вообще-то копеечные. Просто, знаешь, вот человек кто-то Ну, с скажет... дорогой, сравни с дорогой, да, например. Ты, кстати, знаешь, ну, да сколько дорога стоит? Ну, наверное, год содержания финансовой помощи Крымстарского канала АТР, который вещает на Крым, да, это может быть полкилометра дороги, а может быть и 300 метров, да, например. Не, ну я к тому, что, понимаешь, вот если кто-то слушает нас, скажет: о, 50 миллионов гривен, это, о, я бы себе купил, там, не знаю, что-то себе бы там купил, это так много, это вот такая стопка денег. Но когда ты, если ты посмотришь, это работа целого коллектива в течение года, и основной статьей расходов является же не зарплата, а техническое обслуживание. Техническое обслуживание, аренда помещения, аренда спутников, колоссальные деньги, производство программ, ну и все, ну понятно же, речь о чем идет. Ну вот я как раз... Дорого. Телевидение это не бесплатно всегда, тем более телевидение, которое противостоит всей этой русской пропаганде в Крыму. Я, знаешь, я все думал, как мне это сказать, и я просто, у меня опять переворот логики. По идее, это за мной должны бегать, за Ислямом, за нашим коллективом чиновники и говорить, почему так мало делаете? Что вы там всего лишь там 40 программ делаете в месяц, да? А почему вы не делаете 400? А почему, где у вас англоязычное вещание про Крым? Да, вот у нас платформа сейчас подходит, крымская. Нам нужен англоязычный канал про Крым. Вы способны это сделать? Мы, ну, конечно, способны. Мы хотели делать, у нас же в планах было, Ром, но развитие, если вот стало розвиток БУФ, да, мы планировали еженедельный, а потом ежедневный 10-часовой выпуск как раз для Европы позже, да, и для Америки, более удобоваримое время, а на английском языке новости про Крым ежедневно, про репрессии, оккупации, преступления оккупантов и так далее. Мы же отфиксируем все их преступления с момента оккупации, ведь на архиве канала ЭТР базируется много обвинений вообще в Гааге, везде, да, вот это все. И мы каждый день этот архивчик пополняем, да, мы выполняем чувство государственную задачу особой важности, да. И вместо того, чтобы ко мне приходить и говорить, работайте еще, давайте мы вам поможем, сильнее еще спутники, не хватает 2, давайте 4 спутника, давайте еще 6 вышек поставим по периметру Крыма, давайте договоримся с турками, чтобы с той стороны вещать, вот на южный берег, да, там поставим передатчик, там 1000 киловатт, например. В это время нам говорят, что мы должны сдохнуть, да. Ну. Так, Министерство по оккупированным временно территориям работать не должно. Потому что, видишь, это вот как раз ситуация, когда мы, может быть, не можем все изменить на Земле, но только от нас зависит, как мы будем думать об этом событии и как мы к нему будем относиться. И первое, ну, как бы признание вот этого временного статус-кво, это когда ты прекращаешь бороться за людей, а информация — это, ну, просто колоссальный аспект.
Мы же помним, как начинались аннексии наших территорий, как война начиналась. Со славянских мальчиков о том, что там бандеры, там еще там крымские татары, они там всех переедят, перекрушат. И это использовалось для того, чтобы подготовить население к активным действиям. Ну, сдаваться — это преступно. И самое главное, ты понимаешь, если мы проанализируем, опять же, внешнеполитические шаги нашего руководства, тут не просто так Зеленского называют или парой Порошенко, или там еще что-то. Я не о сравнениях, я просто говорю о том, что... О риторике русских, да. И мы прекрасно понимаем, что независимо от фамилии президента, внешняя политика, она будет идентична. Ты не можешь в ситуации военной агрессии сказать, что ее нет. Вот у нас там были 3 телеканала, которые говорили, что нет, это да нет, ну а что? Я вот тут слушаю, например, даже видео думаю записать. Один из депутатов ОПЗЖ включается в эфир российского канала федерального, у которого как раз с баблом вообще проблем нет. Вот он как раз на подсосе из этой трубы первый. И говорит, вот, например, вот такая конструкция, что американцы запретили покупать русскую вакцину, чтобы в головах людей Россия оставалась врагом. Я думаю, чувак, ну посмотри на Крым. Ну если, ну хорошо, американцы виноваты во всем, ладно. А русский флаг почему в Крыму? Почему русский флаг в Донецке и Луганске? И вот эта вот подмена понятий и смена фокуса общественного внимания с российской агрессии на то, что вот у нас там, я не знаю, Муждабаев присосался к бюджету, но я просто тебя знаю очень давно и лично знаю. И, ну, как бы это странно, вот зная твой образ жизни. И люди реагируют на такие вещи, что если ты куда-то поехал, сфотографировался с кем-то, не знаю, зашел кому-то в гости, сфотографировался с вином, то они это трактуют, мол, ты гуляешь за деньги АТР. Хотя, ну мы же все люди. И Ром, когда ты последний раз с вином фотографировался? Ну, я читаю эти посты, как ты думаешь, что вот людей, про которых ты рассказывал, я это, ну, может, летом было. А что, серьезно, что ли, да? Серьезно, да? Ну, я поищу. Рома, приезжай, послушай, давай уже правду скажу, да. Живу под Киевом, знаешь, такое Конча-Заспа. Ну, вряд ли ты все-таки человек не очень обеспеченный. Ну, ничего, ты еще поработай с моё, поприсасывайся к бюджетам. Тогда ты поедешь вот по Конча-Заспе. Там есть, ну, да. ну там район базы Киевский, там роскошные особняки. В одном из них живу я. Там все мы... Я не могу это все. Да, ну почему тогда мы, когда встречаемся у тебя в гостях на съемной квартире на левом береге? Конспирация, Рома, не тихо ты вообще. Конспирация, это я конспирируюсь так, да? Вот. Ну, короче, что-то мне это все надоело уже обсуждать, если честно. Давай нашим зрителям будет поинтереснее, наверное, если ты нам расскажешь, что там в Мордоре. Я слышал там, что новая волна протестов, даже не волна, а лучи протеста, да, теперь там и где-то угрожают Путину, который вот-вот оставит власть на радость, так сказать, всем, да? Что там происходит с протестами-то? Ой, ну смотри, вроде была анонсирована пауза, что Навального будем спасать, но уже когда потеплеет. А вот сейчас принято решение, что сторонники Алексея Анатольевича выйдут в свои дворы 14 февраля, зажгут фонарики и тем самым как бы поддержат Алексея Навального. И, в принципе, история, она, ну, как бы добрая, хорошая, но и бессмысленная, и никакого результата она не будет иметь. Тут даже, понимаешь, единственное, что они сделали, они как бы вот этот карательный аппарат немножечко ввели в ступор, потому что понятно, что хочется как бы покрутить, повинтить, а ты понимаешь, в чем дело? Вот даже акция 31 числа, где Опять враги перегрызли кабель. Да что ж такое-то? Уже подвисало сегодня.
Вот. Но Цымбалюка просто так не перегрызешь. Сейчас мы с ним свяжемся. Вот. Ромка вообще потрясающий, конечно. Я не знаю более светлого, чистого человека. Это человек-подвижник. Вы можете себе представить, как в Москве сейчас жить ему, да? Но это некомфортная история. И он, по сути, вот своей жизнью там для нас воюет с этой Айдар, страной. ты меня слышишь? Ай, это я тебя хвалю при тебе, что? Все, нет. Нет, я не слышал, ты продолжай просто. Ну, вот мне вернулся какой-то глюк по связи. Я понял. Так, ну ты меня похвалил, да? Да не, я сказал, что ты бездельник, присосавшийся к бюджету. Договори дальше. Не, у меня, если честно, в этом плане алиби. Но вернемся к этим всем историям. Даже 31 числа, когда задержали очень много людей, понимаешь, в рамках Москвы колонну протестующих, которая ходила по Москве не в сторону Кремля, а от Кремля, нужно было постоянно догонять. Я просто веду это к тому, что людей на самом-то деле, ну, может быть, вышло больше, чем обычно, но это такие действия, они ни к чему не приводят. И вот сейчас, 14 февраля что-то очевидно будет. Ну, пойду похожу по дворам, поищу людей с фонариками. Ну, я не оптимист в этом плане. Тем более, видишь, российская пропаганда это все, естественно, использует для того, чтобы как бы обосновать правильность курса Путина, о том, что нужно защищаться от НАТО, это все натовские козни. Ну, очевидно, Алексей Анатольевич в тюрьме, он тоже как бы нейтрализованный западный натовский агент. Ну, в общем, тут никаких изменений в обозримом будущем не будет. И только консолидированная позиция западного мира может эту ситуацию с какой-то там перспективой, может быть, когда-то изменить, если у них закончатся деньги. А денег тут, все тут нормально. Ну, понятно, слушай, если тебя содержит весь Европейский Союз, наверное, такому Гитлеру, так сказать, в жизнь малина, в принципе. А чего нет-то? Ну, никаких проблем глобальных нет. И я тебе скажу, вот сегодня вышел на опрос Левада-центр, то количество людей, которые знают о акциях Навального, самое большое в России, но при этом общая активность населения, она упала. То есть много несогласных, многим не нравится то, что происходит. Да, они боятся НАТО, как бы, лишь бы не было войны. И кто, если не Путин, да, он плох, но другого нет. Но вот этот весь коктейль, как бы, который говорит о том, что революционной ситуации в России нет, и вполне возможно, что в обозримом будущем и не будет. Вот такие вот дела. Ром, представь, какой ужас, да? Ведь если бы не Путин, ведь в том дворце могли разместиться солдаты НАТО. Представляешь себе? Я думаю, что не просто разместиться, они бы его сначала построили. Кстати, может, это и есть провокация Альянса. Они это сделали для того, чтобы дискредитировать российского национального лидера. Но в данном случае мне очень нравится идея Александра Глебовича Невзорова, который предложил рассмотреть возможность, что на каком-то этапе там будут проходить реабилитацию украинские военные, которые пострадали и были ранены во время войны с Российской Федерацией. Слушай, я это не слышал. Передай Александру Глебовичу, если вдруг где-то с ним как-то виртуально и физически пересечешься. Я до такой идеи не допетрил, честно говоря. Вот я передам украинским военным обязательно. У меня почти все друзья сейчас в окружении мои это военные украинские, что, во-первых, это будет база отдыха Генерального штаба Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, Генштаба. Это гениально. Я на эту тему размышлять не буду, но, с другой стороны, там вертолетная площадка есть. Да, слушай, все есть. И вообще, это же, в принципе, это же наши земли, это земли бывшего Крымского ханства, земли Кубани, на которые потом при Екатерине там переселяли, казачество, опять запорожское, да, то есть это такие, значит, двукратные наши земли просто. То есть мы имеем на них право, как два коренных народа Украины просто, и мы, и вы. То есть это все, там у россиян шансов нет просто. Так что
давайте стройте. Вертолетные площадки это очень хорошо, вот, дороги прекрасно, вот, и мост мы тоже используем. Я не прошу тебя поддерживать этот разговор. Вот. А я молчу, как ты видел. Это ты в России в федеральном розыске, и тебе, в принципе, уже вместе с Ислямовым терять нечего. А я молчу. Знаешь, как это? По формуле, которую устраивают оккупационные власти. Молчу по-русски. Ты протестуешь, ты бунтуешь, я бы сказал так. Russian style у тебя бунт такой. Но нет, ну вру, ты же не на коленях, ты на... Нет, я развалился практически как во дворце. Просто я себя культурно веду, тут ноги спрятал, но вообще чувствую себя прекрасно и комфортно. Тут нам зрители пишут, я все читать не буду, мне прислал наш редактор, что мы с тобой неправильно ведем себя и несерьезный разговор ведем. Что, ну, в принципе, я согласен с этим зрителем. Она пишет, что надо посерьезно писать и так далее, и не надо про шариков упоминать, и вообще, ну, просто, честно, я прошу прощения у зрителей, я, честно говоря, уже какой-то день марафона, и хочется иногда и пошутить, и где-то там гротеска какого-то, но вы правы, конечно, дело серьезное на самом деле, но вы не думайте, мы тут не расслабленные сидим, мы на самом деле за нашей иронией, там, с сарказмом, улыбками и шутками стоит каждодневная работа, и работа очень системная, в том числе по защите АТР. Мы предпринимаем, я вас заверяю, все меры для того, чтобы наш канал продолжал вещать. И мы физически не можем прекратить вещать, такого не может случиться, потому что иначе тот заголовок, который русские дали в первый же день, когда в публичное поле попала информация, что деньги вдруг в финансирование приостановлено, АТР в январе. Первый заголовок, кроме я увидел, знаешь, какой на русском сайте, не помню, не РИА там. Значит, Украина отказалась от Крыма. Ну ты же мне, по-моему, его и прислал, да? Вот это логично. Там было написано в таком ключе, что власти Украины наконец-то начали понимать, что вернуть оккупированный полуостров не удастся, и тем самым как бы сложили лапки. И тогда действительно, если ты это считаешь, хочется задаться вопросом, а зачем тогда вам крымская платформа? Понимаешь, вот я хочу одну серьезную вещь сказать. Вот у нас одно время было Министерство информации, такой себе агитпроп украинский. И сейчас, по-моему, есть люди, которые занимаются этим. Но в конечном итоге, вот я когда на это все смотрю, то есть у нас есть люди ответственные, у них, возможно, есть секретари, автомобили, и это правильно, так должно быть. Ну, Украина, страна богатая, может себе позволить. Но меня интересует дело. А дело, оно как раз может быть сделано благодаря инструментам. Потому что сами министерства сами по себе, но они, они не производят продукт, они там должны координировать, там деньги распределять, да все что угодно. Ну, я хочу подчеркнуть, что я не хочу каким-то образом умалить работу государственного аппарата. Всегда хочется лучше, но я не об этом. Должны быть инструменты для того, чтобы заниматься вопросами информационной безопасности, информационной обороны и даже информационных контратак. Если у тебя нет этих инструментов, а в данном случае я телеканал АТР рассматриваю в том числе как такой инструмент, что Крым — это Украина, вы можете 10 платформ крымских организовать. Это ничего не даст, потому что платформа — это что? Это все съехались уважаемые люди, высказали красивыми словами свои мысли и разъехались. А эта работа, она каждодневная. Вот и все. Я знаешь, помню, вот когда началась война, тоже раз спрашивали, как же так? И я этот вопрос задал людям. А инструменты у вас какие? То есть это что? Это должно быть поддержка телеканалов, поддержка блогеров, возможно. Я прошу. Я денег не прошу ни в коем случае. А почему нет, кстати? Это тоже госполитика нормальная. Почему нет? Нет, дело не в этом. Я говорю о том, что есть сферы, понимаешь, вполне возможно, что контент на крымско-татарском языке, он не может быть самоокупаемый, потому что
Ну, понятно. Людей, Публика, которые количество там аудитории, понятно, да. Конечно. И если там мы говорим про самоокупаемость, там, про тот же YouTube, это должны быть десятки или сотни тысяч просмотров. Но оно по-другому работает. И это должен быть какой-то комплекс мер, система там, грантов, система, которая помогает людям, которые являются специалистом по этому вопросу, заниматься вот этой работой. Ну, в принципе, Ром, смотри, что должно быть, да? Ну, ты же о чем говоришь? Вот, например, украиномовные блоги, да? Сейчас их все больше и больше. Им тяжело, да, понятно. Это, по сути дела, такой медийные стартапы такие. Но они есть уже люди, которые показали, что они могут это делать, да? По идее, Конечно. Министерство информации там должно собрать их, дать им задание, и говорить, жгите против России, разоблачайте фейки. Да совершенно конкретно это работы просто. Это значит, бери лопату и паши, бери автомат и стреляй. Тут мало не будет никогда, учитывая ресурсы, которые Россия вкладывает в это. Но это просто ни с чем сравнить нельзя. Но знаешь, это все благие такие вещи. Я вот что хотел спросить по-серьезному. У нас вот остается там 7 минут. Хочу, чтобы ты эту тему пообсуждал, а я послушаю просто тебя. Есть подозрение, об этом тоже в своей статье на «Украинской правде» написал, что придушение, закрытие или максимальное снижение эффективности вещания телеканала АТР есть частью какого-то видимой вершины айсберга, какого-то неизвестного нам подковерного плана. Об этом, собственно, не я даже сказал, а Роман Бессмертный, который был как раз представителем Украины в ТКГ, именно политической подгруппы какое-то время, потом его убрали. Да, за типа несогласие с курсом на этих переговорах политическим, как он сам говорит. Он говорит, что я вообще не сомневаюсь, он в эфире это говорил, что вы — это какая-то жертва, которые, то есть русские сказали, мы с вами продолжим говорить про, в этой группе минской, да, если вы сделаете то, то и то. И вот одно из того, что мы видим, это вот эта совершенно беспочвенная кампания, когда все уже было нормально, уже и Минфин все сделал, казначейство, все, и вот это вдруг началась эта война. Если эта версия верна, и если ты с ней согласен, что это может быть реальностью, то на что? Что могут требовать значит, от Украины, что могут сулить Украине, и насколько это реально русские в обмен на такого рода, скажем так, циничные уступки, да? Ты знаешь, я как версию это предположение или уверенность Романа Бессмертного не отбрасываю. Вопрос в другом. Я бы на эту ситуацию посмотрел с другой стороны. Дело в том, что, как мне кажется, весь опыт нашего общения с Российской Федерацией через прицел последние 7 лет говорит о том, что никаких разменов быть не может. Они, в принципе, не хотят, не намерены на данном историческом этапе идти на какие-то уступки. Ведь было вброшено в свое время там, информационное пространство Украины такие тезисы, что, мол, Россия готова разменять Донбасс на Крым, Крым на Донбасс. Я всегда смотрел на это и думал, ребят, вы что, идиоты? Во-первых, чтобы что-то на что-то менять, это постановка вопроса. Ты кого выберешь? Сына или дочку? Если тебе кто-то ставит вопрос перед тобой в таком ключе, тут нечего разговаривать. Тут надо просто брать стул, на котором сидишь, и опускать его предложившему на голову. А в нашем случае, чтобы обменять Донбасс на Крым, то хотелось сказать, ребят, чтобы что-то даже обменивать, вы это что-то должны иметь. А два региона, они оккупированы одинаково, по одним лекалам, и то, что они у себя там Донбасс не оформили как свое собственное, как поступили с Крымом, это ничего не меняет. И там на российский военный контроль территории. Поэтому, понимаешь, я вот смотрю на то, как власть Зеленского эволюционирует, и то, что вот я затронул, что вот она, по сути, по внешней политике ничем не отличается, чем было до 2019 года. И когда-то кто-то говорит, что русские что-то предложили, чтобы мы с вами общались в трехсторонней контактной группе, да они плевать хотели. Понимаешь, они ждут почему-то, думая, здесь вот как бы все так устроено в России, когда включишь российский телевизор, то, наверное, можно, неподготовленный слушатель, он бы сказал, а этот мужчина, Виктор Владимирович Миющук, это он же президент Украины.
Он представляет интересы Украины, с ним встречается российское руководство. И я к чему это? Вот если кто-то думает, что вот Украина, официальная власть, исполнительная ветвь власти пойдет на какие-то уступки, ну там ладно, давайте прикроем АТР, давайте еще здесь помолчим, вот здесь прикроем, здесь скажем, вот эти барины из Москвы хотели еще, чтобы мы вот здесь подвинулись. Если кто-то думает, что это каким-то образом поменяет российскую позицию, то это, ну, мягко говоря, недальновидный подход. И сейчас вот, слушай, вот этот год, вот этот визит Борреля, в частности, там, среди прочего, ну, то, что они там поливали, чуть ли помидоры тухлые с яйцами в него не бросали, я не буквально, а Ну, понятно, да. в переносном смысле говорю. Но там было очень четкое заявление, что Лавров прямо этому Боррелю при всех сказал, что мы имеем законные интересы в постсоветских странах, в странах наших соседей, и давайте не вмешиваться во внутренние дела других государств. Но имеется в виду, что, дорогие европейцы, где там ваш Брюссель? Вот на Брюссель шагом марш. И вот, понимаешь, когда я вижу эту картину в таком, ну, в геополитическом раскладе, ты понимаешь, что нас будут защищать и нам будут помогать только до того момента, пока мы будем это делать сами. И вот эта история с АТРом, она, ну, мне кажется, нет, мне не кажется, это шаг в другую сторону. Еще раз, любые уступки со стороны официальной власти, они не будут услышаны. Они хотят общаться с Медведчуком, и я, в принципе, не против. Ну, как, можете, я не знаю, даже его императором Украины в изгнании назначить, ради бога. Но факт остается фактом, что в отношениях Украины и России, это не пропасть, это война. И они ее прекращать не собираются. Вот и мой тезис, он один и простой. Уступки здесь будет так. Ага, вот это вы нам сделали, потом будет вот такая вот поза надменная на этих... Понимаешь, ты же, вот как человек, прекрасно знающий русский менталитет, они же работают как... В чем особенность русских? Вот я к этому... Времени мало, Ром, завершай мысль, времени мало. Последний момент. Если ты начинаешь переговоры с позиции, ребята, еще один шаг, мы прям, я сейчас тебе прямо здесь разобью лицо. И вот здесь начинается взаимно выгодный диалог. Абсолютно точно. Сейф АТР, голос кримських татар має бути почутий, і телеканал АТР має бути в ефірі. Крапка. І ми знищити цей інструмент в першу чергу нікому не дамо. Навіть не інструмент, а зброю. Я додам. И знаешь, что я хочу сказать еще, Ром? Ты навеял мне такой образ, да, то есть пытаться угодить русским вот мирным путем, да, это примерно так же, как если девушка такая, хорошая девушка, ну, безусловно, хорошая, зайдет, например, к бандитам в сауне, разденется и начнет танцевать на столе, чтобы им было хорошо, да, это совсем не значит, что на ней женится, да, вот совсем не факт, вот. Я прошу прощения за такую аллегорию. Ром, всего доброго, береги себя там, жду тебя здесь. Украина с тобой, ты с Украины, ты такой же крымский татарин, как и я. Всего тебе доброго. Сейф АТР. Сейф АТР. Сейф АТР. Я с вами прощаюсь. Лучшие люди Украины и мира всегда с нами. Вы в этом можете убедиться каждый день, везде. Вот. АТР будет бороться за вас, за нас, за Крым, за Донбасс, за Украину. Если вы будете помогать в этой борьбе, например, становясь подписчиками нашей страницы на Патреоне и нашими донорами постоянными, в любом размере, какой сочтете возможным для себя, это будет ваш вклад, ваша пуля в наш патронтаж, в обойму борьбы против лжи, против русского рейха, который обязательно будет разрушен. Такое не живет. Не должно жить. Всего доброго. Смотрите АТР.